Люди пришли на остановку, ждали, к назначенному времени автобус не подъехал. И пришлось уйти обратно по домам. О том, что автобус Сыктывкар-Коковицы ходить больше не будет, сельчанам не сказали. Рейс просто отменили, без объяснений. Между тем, по маршруту 12 населенных пунктов. Это сотни жителей. По словам Нины Карелиной, для тех, у кого нет своих машин, добраться до Коковиц теперь большая проблема. К тому же сельчане не понимают, почему отменили вроде бы прибыльный рейс. Пассажиров-то хватало. Сейчас в последнее время ездили пазики, они были постоянно наполнены людьми. Поэтому мы не виноваты в том, что водитель, когда даешь ему деньги, не дает билеты, ссылаясь на то, что он в аренде и у него билетов нет. А пассажиры есть и ездят на автобусе. 250 рублей в одну сторону. Такая цена устраивала всех. От Сыктывкарского вокзала автобусы ходили 4 раза в неделю. В выходные пускали 2 рейса. Казалось, выход есть – такси. Но нашей съемочной группе, к примеру, так и не удалось вызвать машину. Да и сама поездка обошлась бы в копеечку. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, поездка ЖД вокзал Сыктывкар, Симуково, Усть-Фимский район, во сколько нам обойдется? У нас нет точного тарифа. Подождите, я посмотрю примерную стоимость. Ну, хотя бы примерную сумму мне скажите. 1650. А реально нам будет оттуда уехать до Сыктывкара за эти деньги? Проедет вообще машина за нами туда? Ну да, заказы иногда бывают. Бывают заказы. Все, большое спасибо. Возмущенные сельчане атаковали звонками не только местные власти, но и региональный Минпром. Здесь ситуацию взяли на контроль. Пока нашли лишь временное решение проблемы. До 1 сентября мы понимаем, что там люди есть. Мы постараемся организовать заказные перевозки, то есть по заявке от администрации Кожмудора при наличии пассажиров будет отправляться автобус из Сыктывкара и забирать людей до Сыктывкара до 1 сентября. На перспективу мы планируем провести еще один конкурс при наличии, опять же, перевозчиков. Но это проблема основная – отсутствие пассажиров. Ну, если перевозчик будет, конкурс будет проведен. Либо организовывать пересадку Байкина или Кочияги на межмуниципальные автобусы. Пока в региональном Минпроме ищут нового перевозчика, потрудиться придется и сельским властям. Им придется взять на себя составление тех самых заявок для заказа автобусов. Кто именно их будет возить, сельчан не сильно заботит. Главное, чтобы вернули автобус хотя бы на 3 дня в неделю. Виктория Палкина, Павел Люлинмин, телеканал Юрган.